6 января каждого года православные и греко-католики празднуют Сочельник, день накануне Рождества Христова. Это второй по значимости праздник после Пасхи. Всем привет, друзья! Это программа «Испытано на себе». И сегодня мы с вами в рамках нашей программы будем рассказывать вам про Сочельник, про приметы, про то, как готовится храм и церковь к празднованию этого замечательного праздника. Испытано на себе. Одно из блюд сочельника – это сочево или кутья. Или колево. Или корево. Вот три названия, а на самом деле сути не меняет. Насколько я знаю, в основе этого блюда лежит именно зерно, оно как символ жизни. Отчасти, да, символически, конечно, это как символ жизни, и Христос есть жизнь. Как Христос приходит в мир, чтобы каждого из нас к этой вечной жизни позвать, так и эта пшеница как символ. А суть такая более простая. Сочельник – это день строгого поста. Окончание поста? Ну, конечно, это продолжение рождественского поста, многодневного поста. Это уже как бы накануне, уже конец. И этот день еще более строгий, чем остальной пост. Что касается соблюдения пищи. Что касается пищи. Вплоть до элементарного, в сочельник не добавляют в пищу даже растительное масло. Поэтому готовится сочево, колево или кутия, по-разному ее называют. Либо это каша из зерен, пшеницы, будь то каша из риса, более такая современная. Вот. Но суть одна. Приготовить блюдо сытное, то есть с высоким содержанием белка, для того, чтобы у человека были силы для встречи Рождества и были силы для того, чтобы еще помолиться. Для труда. Потрудиться и добрые дела сделать. Вот белая водолазка будет. Ничего страшного. Розовый. Тоже очень красиво. Ой, а я вместе Ничего с этими страшного. отрезала. Вместе с ягодками. Ничего. Потом, видишь, здесь есть такие прожилки продольные. Вдоль каждой прожилки делается надрез. Там не надо обрезать. Это блюдо готовится именно в храме, в церкви, или же каждый прихожанин может приготовить его дома? Это делает каждый прихожанин, по идее, в традиции. Вот. Но эта традиция немного забыта, поэтому в основном ее готовят в храме. И потом мы, например, в монастыре у нас готовим в сочельник, мы несколько раз в год готовим такие важные постовые дни, и потом раздаем людям. А у этого рецепта возможна интерпретация? Да, конечно. Все зависит от тех продуктов, которые у нас есть. Давайте поговорим про пост, потому что это у многих людей, которые в эту тему особо глубоко не погружаются, это ассоциация с тем, что в течение 40 дней и более, вот Великий пост 40 дней? 49. 49 дней практически люди ничего не едят. На воде, в молитвах, хлеб. Насколько это верно? Конечно, каждый в меру своих сил постится. Но что такое пост? Разве это только ограничивание себя в еде? Тогда любая диета – это пост. Ну, отчасти да. Но Нет. там не запрещается белок. Может быть, да. Мясной. Но в пост там мы не постимся для того, чтобы похудеть. Мы не постимся для того, чтобы просто не есть в этот момент. Пост – это время духовного образования такого, научиться чему-то. И как это способствует? Это все очень взаимосвязано. Есть один такой святой, его день памяти как раз вот после Рождества, святитель Василий Великий. Он говорит: тот, кто постится только ради того, чтобы не есть,
ну, ради поста самого, ограничивания себя в еде, тот, по сути своей, совершает ну, неосмысленный поступок. Потому что пост дан церкви, с одной стороны, чтобы, ограничивая себя в тех или иных продуктах питания, мы не переедали, а следовательно, если переедаем, значит, мы уже ничего не хотим делать, чтобы мы ели в меру. Ну и чревоугодие – это один из грехов. Ну вот бороться отчасти, да, с этим грехом. И для того, чтобы больше времени уделили молитве. А с другой стороны, чтобы у нас остались остатки еды, ну, мы сэкономили там на тех или иных продуктах, и вот эти сэкономленные средства и сэкономленные продукты раздали тем, кому это необходимо, кто нуждается, бедным. То есть пост – это время молитвы и добрых дел. Такое сугубо. Вообще для христианина, в принципе, вся жизнь – это молитва и добрые дела. Мы все призваны делать добрые дела, потому что это проявление любви к другому человеку. Вот. Но пост – это, знаете, вот когда вот ты живешь где-то, не знаешь, как там то или иное сделать, или закончил школу, мы поступаем там в институт, хотим научиться какой-то профессии, да? Мы учимся. Вот пост – это время учебы. Вот научиться жить по-христиански, по нравственным законам, которые Христос напоминает нам. Вот, в том числе пост помогает нам. Ну хорошо, но все равно, как и в любой диете, как девушка, я знаю, первое время при ограничении в определенных блюдах, в определенной еде, первые мысли только о еде. Ну, порой, конечно, потому что это же выход за рамки нашей комфортной среды. Вот. Ну да, конечно. Но тут-то вопрос в чем? Вот сейчас Рождество Христово наступает. Да, вот буквально мы уже переступаем порог. Слышали, да, вот историю Рождества, что когда Христос родился, загорелась Вифлеемская звезда, и из восточных стран пришли мудрецы, волхвы, вот, которые принесли младенцу Христу дары. Ну, там они принесли золото, ладан и смирну, это масло такое ароматическое. Золото как царю, потому что он царь мира. Ладан как Богу, потому что Христос есть Бог, который воплотился, пришел для спасения человечества. И мира, вот это смирно, да, вот масла вот эти ароматические, как тому, кому надлежит умереть за искупление греха всего рода. То есть и потом изначально воскреснуть. Ему было предначертано? Ну, он пришел для того, чтобы своей смертью искупить грех человека. Бог настолько любит человека, что сам приходит в мир для того, чтобы спасти. А вот многие говорят о втором пришествии. Ну, все говорят об этом, все христиане говорят об этом. Но это будет от того, что мы будем прощены, или от того, что мы накопим еще больше грехов, за которые нужно будет умереть Сыну? Второе пришествие – это ожидание, такое самое яркое ожидание Христа. Потому что, наконец-таки, тот, к кому мы обращаемся в молитвах, тот, кого мы любим, придет для того, чтобы забрать уже всех в полноценной природе человеческой на небо. Ну, понятно. Но все равно не всех. Все зависит от нас. Как Те, мы кто к этому хотят, готовились? те, кто хотят быть с Богом, они будут с Богом, потому что они приложат силы все. Ну, знаете, подобное к подобному притягивается. Вот если человек полон любви к тому, кто рядом, кто близок, конечно же, он будет с Богом, потому что Бог есть любовь. Ну, все зависит от человека, от его желания быть с Богом или нет. Вот для этого Христос пришел, для того, чтобы некогда изгнанного из рая человека вернуть домой. Вот для этого Христос рождается. И вот мы ему во время поста приносим дары. Какие мы можем принести дары? Вот Богу нужно ли золото? Нужно ли нести, не знаю, это нужно там материальные какие-то средства нужны для того, чтобы мы делали добрые дела. Ну, то есть через это помогали. А Богу что мы принесем?
Богу мы только принесем свое чистое сердце, наполненное добрыми делами и любовью. И вот во время поста мы этому учимся. Когда меня покрестили, это было больше 20 лет назад, больше 20 лет назад, и когда я первый раз прочитала и Новый Завет, и Ветхий Завет, у меня возник вот такой вопрос. Воины. Угу. Они воевали, они все-таки убивали. И вот как потом? Они все-таки попадают в рай или в ад? Даже если они воевали за свою родину. Знаете, есть такое слово Христа, обращенное ко всем. Нет большей той любви, чем душу свою положить за друзей своих. Тут вопрос о воинах, да? Во-первых, это когда ты защищаешь свой дом, свое отечество, когда на твоих родных напали, да, вот это то, что и есть, душу свою за друзей своих положить. А с другой стороны, если все равно человек чувствует ответственность за те решения, которые ему приходилось делать, он посвящает себя служению ближнему. Нет такого греха, которого Бог не прощал. Главное не оправдываться этим, с одной стороны, да, то есть свои какие-то неправильные поступки не оправдывать этим, потому что это ложь, это по сути своей непокаяние. Вот, и стремиться измениться и стать лучше. Есть такое народное выражение: Бог намерение целует. Когда благие у нас намерения, когда там стать лучше, стать таким человеком праведной жизни, добрые дела больше делать, Господь все даст нам для того, чтобы мы реализовали свой потенциал. Ну вот и еще у меня все-таки про пост. Да. Пост выпадает как раз в канун Нового года. Самый такой гастрономический день для нас. Вот как верующим и Новый год справить, и стол накрыть. Оказывается, есть много разных постных блюд, которые ничуть не уступают тем самым нам привычным с майонезом, вот этим вот курицей, мясом. Да даже и майонез можно сделать постным, просто самому приготовить, не добавляя яйца, и все. А вот по какому принципу отбирался набор продуктов, допустимых во время поста? Изначально самые простые продукты в пищу. Ну, доступные. Самые простые, доступные, растет. То, что растет, на что не нужно тратить много денег. Ну, опять же, по причине того, чтобы сэкономленное опустить на дела милосердия. Вот. Почему у нас так выпало, что Рождество у нас после Нового года и пост в Новый год? Это все из-за реформы календаря. Церковный календарь, он живет на 13 дней позже гражданского. Церковный календарь, он отличается на 13 дней. То есть, по сути, сейчас в январе у нас еще по церковному декабрь. Еще декабрь. То есть 25 декабря, католическое Рождество. Они перешли на новый стиль, как и некоторые православные церкви, живущие там в Европе, на Востоке. Вот. Но ряд церквей остались по старому стилю, в том числе и Русская Православная Церковь. Что меня еще всегда волновало, мне хотелось понять вот это, почему у Пасхи всегда плавающая дата, а не точная, конкретная, закрепленная? Потому что Пасха, она привязана к конкретно тому дню, в который Христос воскрес. И этот день рассчитывается по ряду условий. Это астрономический день. В плане того, что какой был день, именно тот. Мы же знаем, что наши календари, они несовершенны. Они сдвигаются. Да, високосный год. Да, високосные года, потом пытаются как-то их выровнять, потом, все равно сдвижка есть. Вот. Чтобы рассчитать этот день, есть целая, не наука, конечно, это, но целый такой
порядок действий, по которым вычисляется празднование Пасхи. Он должен там соответствовать ряду условий. Вот. И когда это все рассчитывается, учитывается, вычисляется день Пасхи, и он подвижный, потому что астрономический день, он-то не сильно соизмеряется. Но ведь Рождество уже осталось. Рождество, это, закреплённой как датой. говорят, как говорят люди, в числе. Вот, то есть в календаре стоит, да? А к Пасхе вот такое отношение очень трепетное. Ну и к Рождеству трепетно, а к Пасхе вот именно к дате. Ее постоянно вычисляют, чтобы именно тот день. Поэтому-то и благодатный огонь всегда сходит накануне Пасхи. Сам по себе? Да, на гробе Господня. Сам зажигается? Да. Это Это целое, ну не да. кто-то его включает? Нет. Ну, это еще, это вот как напоминание нам, это же происходит в храме гроба Господня. В Иерусалиме. В Иерусалиме. Вот, это напоминание нам о том, что Христос воскрес. Что, когда Господь воскрес, некоторые даже там люди Туринскую плащаницу изучают, говорят, что вот то изображение, которое на нем есть, отпечаталось именно как будто кто-то вот пламенем прожег, вот как будто. Да, я где-то смотрела такой документальный фильм. Вот. И вот с момента, вот, как Христос наука-то воскрес, что говорит про этот огонь? сильно не могут разобраться. Но при этом Говорят, есть ученые, которые пытаются есть, которые опровергают, пытаются, есть, которые доказывают. Споры идут, не могут понять природу. А он, по сути своей, сам. Вот, кто был на гробе Господнем, говорит, что как всполохи появляются. Вот, и от них, от этих всполохов зажигается свеча, свечи, и потом раздаются людям. Но на Святой Якутии тоже есть место такому чуду божественному. Например, вот мы были в Ленске, в храме, и там мироточат не только иконы перед какими-то такими глобальными событиями, но еще и, как мне рассказывал батюшка этого храма, вырезка из газеты «Тайная вечеря». Просто вырезали из журнала, поставили под рамку и разместили ее в храме. И вот как раз-таки перед тем, как случилась эта вот катастрофа, когда полностью Ленск смыло 20 лет назад, даже вот эта вырезка из журнала, она мироточила. Ну да, вопрос там мироточения, это такой вопрос, Господь отчасти нас о чем-то предупреждает, напоминает, что нужно другое направление выбрать жизни все-таки. Это ведь блюдо еще называется кутья. Кутья. Но, насколько я знаю, насколько у нас это принято было, использование этого слова там в семье или среди знакомых, кутья — это именно... Погребальная трапеза. Да. В принципе, она используется, всегда используется, но это не только погребальная, это блюда особых дней, посвященных, выделенных церковью. Вот, в том числе вот, рождественский сочельник, канун Рождества, сочельник крещения. Также готовится кутья колева, сочева, как удобно называть, да? В день памяти Федора Тирона, такого святого, который празднуется на первой неделе Великого Поста. Вот, тоже это постное блюдо, потому что для того, чтобы поддержать людей, это уходит в историю, то есть когда были гонения на христиан, Федор Тирон явился епископу во сне и сказал, что предупредил о том, что борители христианства, они хотят опорочить христиан, они испортили всю еду на рынке, и чтобы не посрамить христиан, сварите пшеницу, смешайте с орехами и съешьте эти зерна. И вот так вот традиция в посту это появилась. Ну и в дни
В дни небесных покровителей готовят. Вот у каждого крещенного человека есть, бывает, бывает, это творческий процесс. В дни небесных покровителей, в честь кого мы названы, святых, да, люди обычно вот готовят такую кашу, чтобы отметить своего святого, почествовать тоже. Лично у меня это выходит на крещение. Серьезно? Да, именины Аполлинарии. Аполлинарий? Вот, совсем скоро. Совсем скоро. Тем более. Значит, вы уже как человек с набитой рукой на крещение придете. Это же еще чем-то похоже на пахлаву. Чем-то. Тоже она. Тоже орехи, да. Сласти, мед. Но здесь меда нет. Ну, у нас меда не будет, у нас Потому будет что, прям да, сахар. это сухая. Вот все-таки кутья, да, вот именно поминальная, она более жидкая каша. То есть она влажная. Там мед добавляется, и зерна выделяют воду, она такая вот, ну, влажная. А это сейчас будет сушиться еще, помимо этого, Ой, с орехами. как? А это еще мы специи не добавляли сильно. Тут кроме... без специй прекрасно пахнет. Ну, орехи. Орехи хорошо пахнут. Так, теперь надо будет добавлять специи, приправы наши. Но их надо будет добавлять по мере необходимости. Сразу все не надо. Сначала мы посыпем большую часть, а потом, если надо, досыпем. Ну, примерно столько же. Сейчас он будет очень резкий, потом будет трудно сравнить. Вот сейчас мы приготовим колево, да? Украсим его, а потом порционно разложим, да? А на службе это колево будет освящаться. Особый чин есть молитв на освящение колева и раздаваться людям. То есть вот все наши труды, все наши напоминания, да, все наши труды, все наши дела, все наши даже блюда, они освященные церковью, освященные Богом, ведут нас к совершенству, к лучшему. Как приятно, что я готовлю что-то. Что будет освещаться. Что будет освещаться еще. Не только на телевидении. Кстати, да. Я еще хотела спросить по поводу сочельника и Рождества. После Рождества у нас начинается святочная неделя, которая длится как раз до крещения. Да. Связано ли это с православием, с церковью, с религией, или это уже что-то языческое и просто забавы ради? Святки. Что сразу приходит на ум? Ну, святость. Святость. И изначально они ходили со знаком солнца или звезды Вифлеемской. Звезды, как правило. Солнце, оно редко, но это как уже так обыгрывали. Да? Так звезды. Святки. Это святые дни. А гадать в них все-таки можно? Нельзя. Или нет? Вообще гадание это грех в понимании церкви, потому что мы этим проявляем недоверие Богу. То есть мы стараемся заглянуть туда, куда, в принципе, не заглядывают, вот, потому что будущее, оно еще не наступило, и человек, в принципе, по воле Божией, нет такого понятия, как предрасположение, да, то есть то, что вот спасешься ты или не спасешься, грубо говоря, да? Тут вопрос от того, насколько ты будешь трудиться. Вот. Тут такое же, да, твое будущее, оно как бы ты трудишься, и Господь помогает. Вот в этом таком соработничестве будущее как бы у нас появляется, точнее, настоящее есть. Тогда что же на самом деле нужно делать в эти святки? Делать добрые дела. Славить Христа. Вот как были традиции, но сейчас, конечно, упали в лето, ходить по родным, близким, петь колядки, где прославляется Христос, который родился в мире. Те, кто в нужде находится, помогать им, посещать сирот, больных, тех, кто в заключении,
те, кто обделен вниманием и любовью, вот, делать все добро. Поэтому они святые дни. Потому что они нам напоминают, что мы должны, так проживя этот короткий промежуток времени, всю свою жизнь сделать такой же. Вообще, вот, если смотреть на эти праздники, да, вот, новогодние, рождественские, да, так как у нас поменялся гражданский календарь, у нас Новый год как бы период Рождества стал. Вот, но традиция праздновать вот рождественские дни, новогодние рождественские, они же связаны с каким-то теплом и уютом. Домом, с семьей. С домом, с семьей. Это натуральные сухари? Да. Ой, как пахнет. Вы бы знали, какие тут запахи. И как тут... Это не просто так, мы еще хлеб пекли сами. Ой, тоже по Монастырскому рецепту. Как здорово. Все делается, ну, своими руками. В нашем современном времени есть место новым святым? Да, конечно. Например, совсем недавно еще наши, где-то мы этот период, сахар можно? А вот где-то мы этот период застали, вот, больше наши родители, наверное, период богоборческой власти 20 века. Когда я пострадал, вот, кстати, этот монастырь. Да, когда этот монастырь был разрушен. Многие священники, монахи, многие миряне, просто верующие люди, были казнены за веру и прославлены церковью в лике святых. Многие святые настолько там праведной жизнью жили, что они причислены к лику святых. Даже ну, вот, совсем недавно это было. Потому что в любом случае с момента, ну, человек признается святым по тем или иным критериям, ну, констатируется факт, что вот святой человек, после долгого периода и уже когда он уже в вечности. Когда он уже не на земле живет уже, в вечности с Богом пребывает. А Матрона, она в 20 веке была? Да, она там, ну, в 19-е, начало 20 века. Вот это один из этих святых. А Ванга? Нет, церковь ее не признает святой, ее считают, ну, ведьмой. Она ведовством занималась. Потому что у нее был дар предвидения. Не только поэтому. По ряду причин, по действиям, по образу жизни. Когда мы уже будем это кушать? Это будем кушать после освящения. Ой, такой вкусный. Вот это и есть каша колева. Это, вот такая, это каша. Да. Она такая рассыпчатая. Она очень красивая, и, друзья, она очень ароматная. Ой, так она еще магнитится. Она магнитится, да. Да, зимой в Якутске все магнитится. Вот. Нет, она такая сыпучая. Вот, это все готовое колево. Теперь осталось его только рассыпать по стаканчикам, для того, чтобы мы осветили его на службе и раздали всем, кто придет в храм. Хорошо. Как уже финал, нужно нафасовать. А в каком количестве? Ну, это прихожанам, это здесь. Это, да, это все будет освещаться, это все как бы мы для прихожан, чтобы, ну, было проще, уже порционно будем раздавать, уже с ложечками совсем. А на братский стол для монахов мы в вазу сейчас наложим, и на трапезе это будет роздано для братьев. Мы начнем, наверное, с вазы, потому что, ну, это проще будет сейчас. Просто насыпаем. Сейчас это можно поставить, чуть-чуть притрамбовать. А я, знаете, что самое главное забыл? Продегустировать. А я ждала этого момента, когда мы будем пробовать. Могу предложить с такой большой ложки. Большая ложка мне подойдет. Пробуйте на сахар, на вкус. Чтобы никто не видел, да? Ой, как вкусно.
Гранат попался. Это восторг. Ложку можно отдать, потому что остальное кулево будет на завтра, а то не останется. Прям все в идеальных пропорциях. Сахара достаточно. Она какая должна быть? Сильно сладкая? Нет, она, в меру. На мой вкус оно прям нормально. Да, значит нормально. Тут равномерно и специй, и кислинка от граната, и сладость. Ну, вообще идеально. Это правда вкусно. Я вот первый раз пробую, кстати. Готовлю в первый раз. Это опыт. На следующий год, я же говорю, точнее, какой на следующий год? 19-го именины. Я жду такой же тазик, принесенный на освещение. Мы пока отставим эту часть, нафасуем стаканчики, а потом украсим миндалем вот эту тарелочку. Сколько нужно ложить? По половине, даже, на многом можно. Сначала по половине насыпем, так? Даже больше. Прям можно даже больше половины. Я думаю, даже можно вот так, почти полностью. полный. Потому что колева достаточно и, в принципе... Оно выдается каждому прихожанину или один стаканчик на семью? Нет, каждому. Каждому. Прям каждому. Один стаканчик на семью, тут как бы даже не попробуешь. Почему стаканчик, да? Почему не тарелку, почему не ведро? Да? С экономической точки зрения, наверное. Отчасти может быть, но больше того, что она настолько сытная. Я, например, мне этого стаканчика много, например, съесть. Я вот чуть больше половины съедаю, и я его объедаюсь, этого кулева. Тут целая углеводная катастрофа. Бомба, скажем. Там сколько еще белка, помимо этого, в орехах. Теперь понятно, почему это не для ежедневной трапезы. Да, это праздничное все-таки. Помимо этого еще дни, когда яблоки освещают. Это яблочный спас, это медовый спас. Орехи освещают. Ореховый спас. Это просто весь август месяц. Еще нужно сказать нашим телезрителям то, что мы находимся в Спасском мужском монастыре, который по возрасту... Почти ровесник города Якутска. Ровесник города Якутска. Представляете, 360 лет в этом году будет отмечать. Да, у нас этот год юбилейный, 360 лет со дня основания и 10 лет с момента восстановления. Вот этот монастырь восстановлен по инициативе нашего владыки, владыки Романа, ровно 10 лет назад. Надо украсить главную тарелку. Украшаем очень просто. Крест? Крестиком. Потому что крест – это символ победы жизни над смертью, символ победы Христа над грехом, символ спасения всех нас. И вот просто идем. Вы так идите, а я пойду здесь. Без разницы, как я буду располагать? Без разницы. У меня вообще, что касается декора еды, это прям провал. Я тоже как бы не мастер, но какие-то вещи, например, с этим колевом, да, то есть мне понравилось оно по вкусу. Я попросил рецепт, и мне его дали. Какая-то преемственность теперь есть с горой Афон и Якутском. Так что так. Вот. Сейчас будет сочельник службы. Она будет большой. В конце этой службы будет освещаться то, что мы приготовили. Испытано на себе. Благословляется и освящается колево сие. Благословляется и освящается колево сие. Окропление воды сие священное. Испытано на себе. Сейчас закончилась служба,
Мы будем готовить храм к вечерней службе, которая будет в 5 часов. 5 часов службы закончится, где-то часов в 7 закончится, 7:30. Мы будем готовить храм к ночной службе. К праздничной. Рождественской. Вот в этот период мы должны почистить ковры, почистить подсвечники, помыть полы. Если это праздник, украсить икону цветами, протереть пыль с икон, протереть стекло антисептическими средствами. Все равно, что мы понимаем, что стеклянные поверхности, особенно к которым люди прикладываются, лучше с определенной регулярностью обрабатывать антисептическими средствами. Ну, как говорится, береженого Бог бережет. Все-таки Господь, благодать Божия, она всех освящает и исцеляет всех, но все равно мы имеем ответственность за тех людей, которые приходят в наш храм. Значит, этот храм должен быть чистым, уютным, красивым и безопасным для людей. Мы начнем готовить икону. Вот у нас есть помощница при монастыре, прихожанка. Вот, она как раз вас научит. Хорошо. Что такое церковная флористика. Здорово. Испытано на себе. Храмовой флористикой я уже занимаюсь 10 лет в этом Спасском монастыре. У каждого праздника своя цветовая гамма, и поэтому цветы мы заказываем заранее, чтобы борт привез цветы нужной расцветки, и причем нужного объема, потому что в оформлении важно все. И смотрите, я сейчас покажу вам один секрет. Вот будто он не раскрытый, для роз можно так. И вот так он открывается. Да. Но когда я выкладываю, то я смотрю, что в одной пачке могут быть цветы чуточку помельче, чуточку покрупнее. И поэтому я стараюсь, да, чтобы более крупные были наверху, а которые поменьше, они были внизу. Так, теперь мне ищите ровно вот такую симметрию. Не такой, а вот такой. Выбирайте из этой пачечки, хорошо? В оформлении иконы нужно соблюдать правила золотого сечения. Математики слышали про это? Да, конечно. Вот. И когда я смотрю на любую композицию, будь это храмовая флористика, там, у начинающих, либо композиция светская, я смотрю, так, смотрите, видите, стебель не прямой. Теперь у меня ищите стебель прямой. И который поменьше. Это же прямой? Да, давайте, обрезайте. Потом, вот посмотрите, у нас кирпичи, и основа вся прямоугольная. А для определенных праздников есть правило, что форма готовой композиции должна иметь вверху овальное. Это у нас Троица и Рождество. Теперь смотрите, вы мне обрезали в самом неудачном месте. Это самое толстое место. Обрезайте так, чтобы вот этих лишних не было. Потому что когда я буду протыкать кирпич, у меня будет большое отверстие, а потом стебель будет болтаться. То есть я его не смогу зафиксировать в том положении, которое мне надо. Вот по поводу того, что обучалась ли я этому где-нибудь, я этому не обучалась, просто я начала помогать во время одного из церковных праздников. Это была Пасха, 2012 год. И поскольку я до этого видела, что храм Преображенский украшается, пока вот на ту положите и подождите. Вот подержите вот этот. Потом я сейчас найду еще. И я знаю, что люди всегда жертвуют продукты, деньги. Я такое себе не могла позволить, но желание помочь было. Потом выяснилось, что нужен помощник флориста. И, в принципе, я очень сама люблю цветы. И вообще думала, как бы хорошо было бы, если бы я помогала украшать цветами. Вот теперь вы можете сказать, сколько здесь оттенков? Ну, здесь оттенок слоновой кости, белоснежный. И вот, я думаю, яичной скорлупы 3 оттенка. Да, и вот получается, потом мы еще добавим
еще один оттенок белого. Это у нас получится вот гипсофила. И кроме этого на сегодняшний день я заказывала хризантемы, которые называются Baltic Lime. Они имеют такой очень нежный зеленоватый оттенок, приятный, вот лайм. И к ним еще другой вид хризантем, они в виде пуговок, и они зелененькие. И потому что вот сегодняшний день это в основном преобладание белого и зеленого, и от того, как мы можем использовать имеющуюся цветовую гамму в наших цветочных магазинах, от этого зависит убранство храма. Так, пока держите. Так, мелковастенький. Это эвкалипт. Так вот у нас появились два оттенка зеленого. Вот теперь тоже довольно-таки сложный оттенок зеленого у эвкалипта. Испытано на себе. Иисус терәбитүгәр Иерусалимнелин не мудрайтер кәлбиттере. Кенелер өйдейтер чаң терәбит тарахтаңлара каннаны элин каллаңы кене сулуатак сыртын көрәмме биһиги киньяха чугурие кәлди биткенне иппыттара. Манистер Иротарахтагы Иерусалим жана бара иманна түспүттере. Иротарахтагы архиерейтери ондан рот сокойну жонун барланын томуян олорон Христос ханна төрөктагы иппыта. Кини үйде бифлемигер төрөктакен коруйтагытты. Ол тугунан пророк нигеткер букуртук порулан тура. Бифлем Иуда сире Иудатын кораттарыттан тугунан да тәбәтин мен ропын Израиле быгыр харыстыр сиркит эйгиттен өскөктә. Онтон Ирод илинтен кәлпитену кистәлеңнән ыңыранылган. Солус канлы кемге таксыктаган ыйталган билдите. Уанна киниләре Вифлеемге тары туран эпите. Бараңгы ого тугунан ымпыгар чүппыгар тие бартын билин. Итенне буллар китере миха биллерәнең оттога минеме киньяка чугурия бары. Киниләр рахтагы этерин истәр аяңны турумуттара. Били илинни калдан көрпү хулустара иннелерге райыннан ого бар сенин үтүгәр тиен токтабыды. Сулугу көрән киниләр үрү ултын йөрбүттере. Итенне гияга кирен огону уанна иетин Марияны көрән кини иннигер сөһөркестен сугури биттере. Онтон күнді кылаатта қол қыдырынахан қығыл көмігі ладаны, Смирнаны киньяқа бәлақ бердіктер. Түхә тақтырына айы тойон кинелері ироққы төндіменген сәрәппетін істен дойтуларығар атын солынан төнді біттірі.
Испытано на себе.